своем обращении к Федеральному собранию в конце прошлого года Владимир Путин объявил 2015 годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лучшие специалисты республики собрались, чтобы обсудить профильную работу в Северной Осетии. Заложенный бюджет в нынешнем году планируется потратить на то, чтобы улучшить лекарственное обеспечение. Министерство здравоохранения с целью совершенствования медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобрело системы для дистанционной передачи ЭКГ. Это позволит нам уже в этом году улучшить догоспитальную диагностику острого коронарного синдрома. То есть диагностируется у больного, передается эта кардиограмма в Северо-Кавказский многопрофильный центр, и специалисты в короткое время, буквально там минуты, наверное, для этого будут уходить, они будут определять показания к оказанию пациенту уже эффективной этой высокотехнологичной помощи. С 2003 по 2013 годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Северной Осетии снизилась на 19%. По словам Ларисы Ревазовой, у каждого 13-го россиянина нездоровое сердце. Сокращению смертности способствуют и законы, к примеру, антитабачный. Даже в Москве и Московской области, по данным Минздрава Московской области, только при принятии антитабачного закона позволило сократить курение, в том числе у школьников, чуть ли не на 10% и на 5 или на 7% сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты призывают жителей республики вести здоровый образ жизни и обязательно проходить профилактические осмотры. Ведь легче вовремя предотвратить болезнь, чем ее лечить. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.